Слово предоставляется генеральному директору венчурной компании «Якутия» Василию Васильевичу Ефимову. Василий Васильевич, пожалуйста. Большое спасибо, Александр Николаевич, за возможность сегодня выступить. Уважаемый президиум, уважаемые участники форума, я действительно очень рад сегодня выступить, потому что для нашей компании, вообще для целой нашей инновационной экосистемы, это очень важно. Это, по сути, часть нашей стратегии. И позвольте, пожалуйста, включить презентацию, если текущее это возможно. Если нет, я могу рассказать конкретную презентацию. Да, спасибо большое. В общем, фонд развития инноваций, что это такое? Это организация, которую мы учредили вместе с технопарком. Якутия с точки зрения развития инновационной экосистемы выбрала именно экосистемный подход, то есть это говорит о том, что мы работаем в коллаборации с заинтересованными сторонами. То есть мы не замыкаемся внутри своих организаций, мы работаем со всеми. И наша вот якутская диаспора, на самом деле, это ключевой элемент, это вот тот человеческий капитал, высококвалифицированный, который готов помогать республике, готов помогать нам. Соответственно, мы уже с момента создания нашего акселератора работаем с нашей диаспорой, как Анатолий Петрович совершенно верно сказал, очень много специалистов в разных сферах, и в том числе и инновации. Ну, на данном слайде представлены два примера. Это Максим Назаров, который является инвестиционным директором венчурного фонда Финсайт США, и Яна Нермалави, который является одним из лучших маркетологов, мне кажется, даже в мире. И они приезжали даже в Якутск, когда вот это 2019 год, когда мы запустили наш акселератор и общались с нашими стартапами, и мы это очень ценим. Если говорить о сегодняшнем дне, то мы запустили такой достаточно амбициозный проект. Мы его объявили 25 мая на территории Сколково в рамках Startup Village. Это арктическая стартап-экспедиция. И те, кому этот проект интересен, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. А второй трек, он посвящен сохранению культурного наследия коренных народов. Наш фокус — это российская Арктика и Север. И лидер этого трека Дарья Башарина, которая сейчас проживает в Лондоне, и она в режиме онлайн нам очень помогает. Она является большим экспертом в сфере маркетинга, работает в компании AMG Media Group и, соответственно, имеет опыт в работе в таких компаниях, как Рики. Наверняка все знаете мультфильм «Смешарики», «Фиксики». Вот как раз-таки Дарья — это один из тех людей, наверное, даже ключевой человек, который, благодаря которой недавно группа компании Рики запустила подкаст, в том числе и о Якутии. И также вот хотел бы сегодня, наверное, обратить большее внимание, на самом деле, то, что да, мы действительно работаем с диаспорой по всему миру, но также вот мы научились создавать эту диаспору сами. То есть вот на данном слайде представлены двое моих коллег. Айлан Корякин, который его первый работодатель, на самом деле, который на общих таких рыночных условиях трудоустроился в Сколково. И он как раз отвечает за развитие регионов. Вот. А второй человек — это Илья Черемкин, который от меня уходил дважды. Он возвращался в Якутию, мы его обратно принимали, и дважды он уходит. Но, тем не менее, он обладает очень большой экспертной связью и профессиональными контактами, даже шире гораздо, чем у меня, и мы поддерживаем контакт со всеми нашими коллегами. И сейчас он трудится в компании «Росатом». И оба молодых людей, вот они работают именно в сфере инноваций. То есть они даже имеют образование не совсем профильное, но они поработали у нас, и рынок в России их принимает, и они работают в ведущих организациях. И если говорить о культуре, например, вот на данном слайде эта фотография была сделана 25 мая, на территории Сколково, благодаря в том числе и Айлану Корякину, мы открыли Сергея, установили высотой 4,5 метра, и те, кто будет в Москве, приезжайте в Сколково, знайте то, что есть кусочек Якутии в Центре инноваций Российской Федерации. И хотел бы закончить свою презентацию данным тезисом, это вот из послания Сергея Сергеевича в декабре 2020 года, который Анатолий Петрович отметил. И вот этот тезис, на самом деле, для нас это действительно, как я сказал, это часть нашей стратегии. И мы верим в то, что вот якутская диаспора очень сильная, профессиональная, и которая вот готова вкладывать свое время и ресурсы в Якутии, это один из таких ключевых элементов нашего развития. Поэтому еще раз поздравляю с открытием первого форума и с нетерпением ждем второго. Большое спасибо.